Друзья, всем салам алейкум. Меня зовут Нуриддин, вы на канале ТССП. Это наш первый пилотный выпуск. Интервью мастера электромонтажника в Алма-Ате. Беслан, салам алейкум. Нуриддин, дружище, рад видеть. Расскажи, где мы находимся и чем ты занимаешься? Ну, во-первых, всем твоим зрителям огромный салам алейксус. Мы находимся, смотри, на объекте, один из наших объектов, Гарден Вилла. Это кондоминиум таунхаусов. У меня за спиной сейчас именно такой таунхаус, где мы и делаем электромонтаж. Электромонтаж — это вот наша узкая специализация. То есть мы больше другое ничего не делаем, только электромонтаж. Здесь на данный момент черновой этап электромонтажа. После будем делать еще и чистовой. Ну что, пойдем посмотрим? Погнали. На данном объекте мы делаем силовую часть. Есть всего несколько способов расключения таких коробок. Эта распредкоробка будет в недосягаемости, вне доступа, потому что здесь ниже ее уровня вот так зашьется чистовой потолок из гипсокартона. Поэтому мы будем применять один из трех методов соединения, конкретно гильзы. Нельзя соединять на скрутку, нельзя соединять на клеммные соединители какие-либо. Доступ к этой коробке не понадобится вообще. Не будет такого, что человек захочет что-то добавить туда. Такого не будет. Можно. Можешь попробовать выдернуть жилы. Это у нас розеточная коробка, сокращение РОС ГР6. Чтобы было общее понимание монтажной схемы, что готово, а что нужно дальше сделать. Мы работаем только с грамотным материалом, действительно хорошим и проверенным. Кабеля по отношению к электроточке, то есть к розетке, мы должны всегда спускаться вертикально. Ни по диагонали, ни справа там, ни слева. Всегда вертикально. Сейчас мы находимся на очередном объекте Apple Town. Пойдем здесь поговорим на пару щепетильных тем. Объект тянется, хер его уже знает сколько. Объект, чистовой электромонтаж у нас здесь, светильники, ставим LED-ленты, клеим, проклеиваем. LED-ход спальня. Вот смотри, вот у меня сейчас тут 24 кадра. К примеру, здесь будет жить ребенок, и он захочет себе видеоблог какой-то создать. У него будет это все мигать, да, я так понимаю, вот так вот? Ну да, она будет вот так мерцать в кадре. Это сама такая LED-лента. LED-ленты берите качественные обязательно, но будет дорого, потому что качественные действительно очень дорого стоят. То есть, если я хочу себе сделать LED-ленту, то это будет дорого, либо некачественно. Прям если качественно, то да, там LED-лента и блоки питания, все это с Германии везется. Прям там есть вот фирмы, бренды, прям вот не докопаться. На рынке существуют гораздо более бюджетные, дешевые варианты, без разницы. Здесь вот это вот светильники, вот как раз таки они и светят, собственно. Через какое-то время на дешевых лентах может происходить деградация кристалла. И вот ты ее наклеил, запустил, она вся белая светит. А через какое-то время кусок желтый, потом раз белый. Потом желтый-желтый, потом раз белый. Как этого не допустить? Качественную ленту брать. И ты сказал отдельный кабель на нее вести? Да, то есть от блока питания. Соответственно, рядом с электрощитом делается еще один дополнительный щит, но немного другой конфигурации. Туда монтируются все блоки от всех LED-лент. Блоки обязательно рассчитываются по мощности, там учитывается даже метраж кабеля. Себе ты бы сделал бы ленту? Я практически, как и любой электрик, я бы повесил бы одну лампочку Ильича, причем без люстры. Просто лампочка Ильича.
интернете многие, короче, берут этот, прям идеально делают, там вот так кабеля, вот так вот рядом друг с другом, короче. Мы так не заморачиваемся, мы делаем очень быстро, надежно все это крепим. Штукатуры закатывают ротбандом, и все на этом. И эти кабеля останутся здесь навечно. Вот так вот все это клипуется. О, Рус, я придумал новое название, вот эти вот, клипуется. Да, такое бывает. Камень или еще что-то, сам гвоздь гнется и вырывает кусочек бетона. Ну, а как быть так, чтобы работалось легче? Поверь, по сравнению со старыми методами, сейчас с пистолетом это очень легче работать. Поэтому как? Просто каленые гвозди берешь, ну и опять же с ними нет никакой абсолютной гарантии. Это нас попросили сэкономить, а так здесь вообще клипсы для прямого монтажа другие используются. Там другие площадки используются, они дороже. Заказчик говорит, ой, нет, давайте что подешевле. Я предложил вариант. Я сказал, будет просто перерасход от монтажного пистолета, они будут разлетаться. Пачки 100 штук, где-то штук 30 разлетаются по полу, валяются. Потому что они слабые, удар не держит. То, что вот этот умный дом, за него миллионы отдают, вообще не вижу смысла абсолютно. Зачем у заказчиков деньги вытаскивать прям миллионами за дорогое оборудование? Не стоит оно столько. Все можно реализовать гораздо более проще. Умный дом — это вот ты с другой стороны прилетел, в аэропорту приземлился, у тебя умный дом это зафиксировал, уже включил тебе чайник, кондиционер, отопление, определенную влажность создал у тебя в комнате, там, что я не знаю, там, с холодильника вытащил курицу, там, замариновал ее в духовку, короче, закинул. Вот это умный дом. А то, что там управление освещением, вот это сценарий, заходишь, нажал кнопочку, отодвинулась штора, включилась подсветочка, и гость может садиться и смотреть. Ну, это вообще ни о чем, если честно. Поэтому я противник этого. Там это оборудование, которое мы тащим с Германии, везем это оборудование. Оно стоит 5000 евро, контроллер. Там есть варианты гораздо дешевле. И на них можно подвязать датчики протечки, санузлы, под раковину, еще куда-нибудь. Это безопасность. Только у тебя какая-то протечка, датчик унюхал, клапан воду закрыл. И это стоит гораздо дешевле, там, этот контроллер. То же самое, там, открытие двери, открытие окон, управление шторами. Это тоже все можно подвязать, все можно сделать. И ты за это не будешь отдавать миллионы там. Ты всегда рюкзак с собой носишь. Распакуем рюкзак, что там внутри, посмотрим. Вот этот, просто у меня их два. Отличный, хороший рюкзак. В общем, что у нас здесь есть? Есть у нас вот такой вот вкладыш. Milwaukee. Это бокорезы и кусачки. Я ими работаю, собственно, и черновой, и чистовой им делаю. Вот здесь отвертки Weltmüller. Одна PH2 обычная, просто крестовая, короче, как мы ее называем. Вторая крестовая PZFL. Ею я закручиваю строго болты на автоматах. Газонокосилка. Это Стэнли, классическая, с деревянной ручкой. Тоже пригождается гипсокартон где-то выпилить отверстие или что-то типа того. Ну, дешевенький, такой простой. Это для того, чтобы надрезать эту UTP-шку на информационных кабелях. Рулетка Milwaukee. Уровень электрика обязательно. Нож Ято для того, чтобы где-то что-то там расковырять, где-то что-то там надрезать, сломать. Есть канцелярский нож. Тоже Milwaukee. Надрезать изоляцию, где-то что-то прорезать и так далее. Маркер также Milwaukee. Проверенный, надежный. Он сейчас подорожал. Раньше был по 7, сейчас там 10 с лишним, короче. Это Fellow. Его мы, кстати, заказывали в ТССП магазине. Дешевый, простой. Может жилу надрезать и зачистить жилу. Для снятия внутренней изоляции. Маленький, удобный. В щите, когда жилы заматываешь стрипами. В щите ими удобно подлазить и откусывать хвостики прям под корень. Обжимник для НШВИ наконечников, собственно. Я смотрю, нет предпочтений, да, к одному какому-то бренду? Нет, нету. У меня нет такого, что я как фанатик
зациклился буквально вот на каком-то одном инструменте, и все. И за него топлю, за него там, я не знаю, горы перевернуть готов. Покажи, как ты кубрик на замке сделал. Да, я просто взял вот такой вот тросик, сделал 2 петельки, обжал и повешал вот такой вот замочек обычный. В общем, вот так вот он работает. Берешь такой ншевый наконечник. Вот так вот сюда вставляешь кабель. Наконечник вставляешь вот сюда. И вот так вот его зажимаешь. Вот получается вот он обжатый. То есть после ты будешь кабель дергать, и он уже никуда не выпадет, не вывалится. Стрипер вот такой вот. Это у нас Стайр. Сколько лет им, короче говоря, ну, проверенный, надежный. Лещи, короче, здесь лежат. Юнит. Крайне малая погрешность. Используем, хорошо работает, хороший инструмент. Пилим пластиковые кабельные каналы. Пластик, ну, иногда металл. Вот так вот, раз, и он выключился, раз, и он включился. Вот такой вот фонарик, катовский, магнитный, просто его прицепил в том же самом щите, и он какую-то область освещает. Мы его называем пятачок. Его вот так в розетку вставляешь, и здесь загораются лампочки. И если ты правильно подсоединил, то лампочки будут гореть правильно. То есть как надо, она тебе покажет, что соединение верное. Вольтаж показывает, и тест УЗО есть. Нажимаешь кнопку, и у тебя УЗО в щитке должно отработать. Если не отработало, значит с ним проблемы. Самое главное, самый мощный инструмент, я не знаю, как он называется, мы его по-разному называем. Это вот. Да-да, вы что думали, это Стэнли, Милвоки, Девольт? Нет, это сталька-протяжка, короче говоря. Мы ее используем для того, чтобы за потолком или за стеной сделать крючок, достать там кабель, вытянуть его в это отверстие или с одного отверстия в другое. В общем, незаменимая просто. Вот если она нужна и у тебя ее нету, можешь запаковывать, ты не сделаешь свою работу. Она тебе реально нужна. Кратки там для расчетов, какие-то схемы нарисовать, что-то. Не подделка. Есть подделка, а это нет. Вот это нормальная изолента. Как она называется? Винитайп. Почему белая, а не синяя? Мы на ней подписываем кабеля. А вот маленькая щетка, это чтобы чистить рюкзак вот этот вот. Руки вытереть, особенно если выезжаешь, там чистовую делаешь, заморал руки, раз вытер и ставишь уже розетку чистовую. Шел в 2 часа ночи, взял где-нибудь там на заправке чаще всего, заправки круглосуточные, готовый обед какой-нибудь взял. Металлическая, что ли? Да, она металлическая. И можно даже маленький перфоратор положить вместе с этим шуруповертом. Так что вместительно, отлично. Нам нравится. Лайк, подписка. Пошли туда сразу. По умному дому. Они здесь накосячили жестко. Вот их проект. Он здесь есть. Его там составляли. Короче, вот здесь одна фаза. На квартиру заходит 3. Одна фаза, в данном случае, она будет перегружена. Если простыми словами, это вот собрались там 20 человек ехать, допустим, там на Копчегай отдыхать, да? На 3 машинах. 18 человек залезли в одну машину, а во вторые машины по одному человеку чисто за руль, короче говоря, и все. Какая машина доедет вообще до Копчегая? Вторая, третья доедет, а вот первая уже как-то сомнительно, короче. Она перегружена, она, ну, вес 18 человек в ней, ее давит. Здесь аналогия такая же. Вот это все освещение, теплые полы, кондеры, еще что-то будет работать от умного дома, и оно сидит всего на одной фазе. Перекос фаз, на ней будет большое потребление. А с самого начала, когда ты увидел эту Я им фазу, говорил это что ты еще на черновом этапе. То есть я говорил, ребята, у вас здесь косяк жесткий по фазировке. Мы инженера великие. Ты просто монтажник. Это они мне такое говорили. Я сказал, все, извините, простите, больше я вам ничего не скажу. Будет перекос фаз, а это, соответственно, ну, будет греться жила вводного кабеля с подъезда сюда в квартиру. Перегреется, обгорит, все, это менять его, это ремонт подъезда там и так далее. Это проблема будет. Такого быть не должно. Нагрузка должна быть рассчитана. Первый косяк. И второй косяк у них, они тоже мне об этом писали, что размеры щита не соответствуют. Вон там вот, если взять размеры щита по их проекту, и сейчас рулеткой промерить, все соответствует. Я этот щит прям вычерчивал, прям согласовывал с производством, прям вот четко его сделали, все как надо. А у них теперь не умещается. А они, оказывается, не учли, что у них вот на этом проекте нету серверной части. То есть там хабы, свитчи там и так далее. То есть, ну вот для камер, для прочего, для слаботочной. Они не учли. А для него нужна глубина как минимум там 35-40 сантиметров. А здесь всего 25. Это второй косяк. Теперь они будут половину кабелей отсюда вытаскивать и где-то вон там делать сервер.
Я, если честно, категорично настроен. Никто из этих инженеров мне так и не обосновал, почему так дорого стоит умный дом. Им нужно сделать большие объемы, и они делают быстро-быстро, чмя-чмя-чмя. Но мы делали элитные ЖК, заходим на объект, квартира, типа у нас электрика готовая, заказчик говорит, нужно ее там чуть-чуть подровнять, там подшаманить туда-сюда. Мы вот так вот заходим, я беру вот так вот кабель, выключатель, просто так слегка его потянул, он вылез. У меня на аккаунте есть это видео, кстати. А вот это называется электрика от застройщика. Вот в одной главный кабель питающий, а вот это скрутка. И это элитный ЖК. Потом еще есть видео, по-моему, на аккаунте, тоже я закидывал. Распред коробки, как там расключено все. Какая автоматика стоит там, ну, нет. Элитный, не элитный, без разницы. Люди делают, им нужно сделать большой объем, чтобы заработать. И поэтому они делают максимально быстрым способом. Все вот такие вот нюансы, халатное отношение к расключению распред коробки, к прокладыванию кабеля, оно вылезает, но не сразу, через время. Во-первых, у него знаний там может быть-то и недостаточно. Таких много, кстати, к сожалению. Особенно в частном секторе, где вот именно большая электрификация. Вот смотри, есть объекты коммерческие. Всякие ТРЦ, компании, офисы и так далее. Там такой большой проблемы нет, потому что там есть энергетики, есть инженера, там есть проектировщики и прочее, прочее. Есть технадзор. Мастеров туда приглашают также, которые проверены, которые умеют делать. И то, и их проверяют все равно. В частном же секторе это вот те же самые таунхаусы, даже элитные, ЖК также. У меня, кстати, есть видео элитный ЖК. Я заходил в электрощитовую, там у них автомат сгоревший. Я спрашивал, что вы не поменяете? А вот всем никому не надо, все класть хотели. Это вот коттеджи, таунхаусы, элитные квартиры, не элитные квартиры, эконом, не эконом, без разницы. Вот здесь именно большая в этом сегменте большая проблема по электрификации. Почему? Потому что доверяет эту работу в большей части ну, таким мастерам, которые не обладают достаточным количеством знаний, опыта и практики. Розетка работает, лампочка горит, значит все окей. Но это будет в ближайшие полгода, потом оно вылезет. Все спрашивать будешь или мне самому признаться? Признавайся, зачем мы сюда приехали? Компания изготавливает стенды, то есть, короба, корпус, так скажем. А я здесь совместно с компанией Schneider Electric участвую как раз-таки в электрификации этих самых стендов. 2 стенда, решение для офиса, решение для коттеджа. Сегодня мы приехали, и я как раз сегодня и буду уже заканчивать эти стенды, подключать их к питанию и тестировать, проверять. Это у тебя как дополнительный заработок? Нет, тут такой момент, что к заработку это не имеет отношения вот вообще никак. Просто попросили помочь как раз таки эти стенды расключить, подключить. Там много кабелей и много таких интересных устройств. Покажешь? Да, пойдем посмотрим. На меценатской основе, на общественных началах, короче говоря, бесплатно я это делаю. Совместно с компанией Schneider Electric мы участвуем в созидании вот таких вот интерактивных стендов, обучающих. Это действительно интересное решение. Их будет 2 для коттеджа, для офиса. Стенд не просто как выставочный, а уже как интерактивный. То есть розетки, выключатели, там регулятор теплого пола, вот эти лампочки, то, что вы увидите, это все будет работать. То есть утрированная версия решения для коттеджа. То есть щит, пылевлагозащищенный корпус, потому что в коттеджах, как правило, электрощит главный, он в котельной. То есть там, где отопление и сантехника, резервуары, косвенные нагреватели и так далее, бойлер, они в одном помещении. Поэтому мы всегда ставим там пылевлагозащищенный корпус, это вот каедра. Вот это клеммные соединители Vago. В данном случае в распредкоробках мы их используем, так как они в доступе. Если коробка вне доступа, к ней нет никакого доступа, то мы используем сварку, пайку и гильзовку. Мы чаще всего гильзуем их. Подделки, как правило, экономят на внутреннем металле, то есть на внутренних вот этих вот таких
медных лапках. Они делают их тоньше. И, соответственно, при интенсивной, при длительной нагрузке они начинают плавиться, ну и потом здравствуйте. Поэтому, если вагу использовать, то только оригинал. А вот эти оригинальные, это старого образца, они тоже оригинальные. У меня, например, Fellow вот этот вот сейчас. В комментариях читал, да лучше бы нож взяли, что ли, или что-то такое в комментариях я прочел. Ну, на самом деле нет, не лучше. У меня тоже есть нож, и можно зачистить и бокорезами. Вот жилу вот эту вот, я ее сейчас возьму, и бокорезами. Я ее зачистил. Ну, по сути, по правилам так нельзя ее зачищать. Вот, надо использовать стриппер. На определенную длину его выставил, раз, щелк, и у меня медная жила, она целая. Вот здесь вот можно прощелкать, ну, я на опыте, у меня жила целая осталась. Надо стремиться, надо развиваться и надо использовать инструменты всякие разные. Это контроллер Zelio. Вот ты, допустим, дома хочешь там организовать какие-то базовые функции от умного дома, там датчики протечки, открытие двери, управление освещением, но у тебя много-много мульонов нету, то вот это твое решение. Вот контроллер Zelio. Их есть несколько версий. Большие, маленькие, с дисплеем и без. В общем, на его базе мы будем делать второй стенд. Тоже можно будет посмотреть его работу. При нажатии мастер клавиши эти розетки не отключатся. Все остальные да, вместе с освещением, эти нет. Такое можно организовать. Очень удобно. Уезжаешь в отпуск на месяц, клавишу нажал, у тебя холодильник, там, скажем, и Wi-Fi работает, все остальное отключено. Удобно, отлично. Короче, мы находимся на Коктюбе-Сити, один из наших объектов. Здесь сейчас краткий ликбез по счетам. Покажу веселое устройство, которое сохраняет ваши мульоны в вашем кармане. И удобную штуку, такую мастер-клавишу. Пойдем покажу. Ну что, проходи. Погнали. Теперь смотри, что такое мастер-клавиша. Как тебе такое решение? Мастер-клавиша — это такая функция. Ее легко реализовать. Это не умный дом, она дорого не стоит. Все реализуется механически. Это удобно, это классно, это круто. На нее можно подвязать как освещение, так и розеточную часть. Допустим, какую-то приоритетную. Скажем, когда вы уходите из дома, вам нужно, чтобы сервер и холодильники, они работали, а все остальные розетки отключились. Это тоже можно сделать через мастер-клавишу. Особенно если таунхаус, несколько этажей. Неудобно ходить по всем комнатам, свет выключать. Есть решение, вполне себе классное. Это, ну вот, мастер-клавиша, да. Сейчас мы зашли, одна клавиша, свет включился, да, где он горел. Выходим, допустим, вы уходите куда-то, да, никого нету. Нажимаем, все. Сейчас, если посмотреть, сейчас по всем комнатам свет погас. Опять пришли, вернулись, раз ее так, и все, свет опять загорелся. Удобно? Очень удобно. Здесь будет специальная рамка и крышка такая пластиковая, вот так вот открываться, закрываться. То есть, если кто-то из дома уходит, там гости, допустим, там родственники приехали или дети, чтобы не баловались. Вот вы, допустим, в ванной купаетесь, а там родственники пошли погулять, да, там бабушка, ну, пожилые люди, они не знают же назначения этой клавиши. Чтобы ее нажать, нужно будет открыть крышку, нажать. И вот так вот это будет работать. Здесь на объекте реализовано еще два щита, электрощита. И самое главное, что я хотел показать, это вот эти устройства. Называется реле напряжения. Ставьте эти устройства, они вам мульоны сохранят. Микроволновка и чайник и прочее, и прочее. Все это у вас наберется там на энную сумму и достаточно хорошую, там 2-3 миллиона, 5-10, то есть бытовая техника бывает очень дорогая, там та же самая и стиралка, и сушилка туда же, и вот произойдет всего один скачок напряжения, в розетку к вам прилетит 380 вольт, например, вся эта техника выйдет из строя, она не выдержит. Такой скачок случается редко. Это не каждый день, не раз в год, ну, достаточно редко, но поверьте, одного раза достаточно, чтобы вы свою технику собрали, на металлолом сдали и пошли
в другой, ну, бытовой магазин покупать это все. Чтобы этого избежать, поставили вот эти устройства. Они не такие-то уж дорогие по сравнению с общей суммой бытовой техники. Поставили и забыли. Произошел скачок напряжения. Эти устройства отключили питание всех нагрузок, абсолютно всех, и освещение в том числе. Они разные есть, 20-30 тысяч, 40 тысяч, ну вот ориентировочно вот так вот. Там в зависимости от номинала, там еще есть разница. А сама установка насколько дороже? Затрудняюсь сказать, мы, допустим, ее собираем сразу автоматически, объясняем заказчику. А так установить такое устройство, поехать, вот чисто его установить, ну там 1010-20 в этом районе где-то, вот, примерно вот так вот. Ну, кто как берет там. 1010-20 установка и 1010-20 само Устройство, да, там в зависимости от какой фирмы. Видишь, сейчас все нормально, горит зеленая лампочка. Вводной автомат, диагностическая розетка будет работать, даже если реле напряжения отключит вам все питание из-за аварии на линии. Эта розетка будет работать. Для того, чтобы в нее подключить либо удлинитель, либо там фонарик подключить, да, диагностическое оборудование какое-то. Так, здесь у нас второй щит от второй квартиры. Ну, здесь вкратце также вводной автомат, диагностическая розетка, она недорогая. Когда она нужна и ее нету, это проблема. Так что лучше ее поставить. Потом диф-автоматы, о них там позже расскажу. Реле напряжения обязательно, так как защищает всю бытовую технику и, собственно, кошелек заказчика. Ждем, получается, стройготовность. На электроустановках это вот выключатели, розетки. Нам осталось поставить рамки, где-то брашки поставить, пару люстр. И вот здесь по щитам наклеить наклейки, для того, чтобы было понятно, какой автомат за что отвечает. Мы щит поставили, а мебель, получается, после щита заезжает. И вот такой нюанс: здесь встраиваемый корпус не сделаешь. Ты не сможешь заранее его подогнать под размеры уже мебели. Поэтому я предложил, я сказал, есть вариант решения накладной. Он здесь абсолютно никому мешать не будет. Симпатичный, отличный, надежный. Ничего страшного, что вещи там и щит там? Нет, абсолютно ничего страшного. Люди думают, что вот, блин, а если замкнет? Да. Ну вот как замкнет? Вот как? Мы же, получается, считаем это все, рассчитываем, ставим автоматику по номиналу правильно. Если где-то что-то замкнет на линии, то здесь отработает как раз-таки. Вот это все, это защищает, это защита всей энергосистемы, всех кабелей, всех лампочек, чайников, телевизоров и прочее. Вот это все защита. Здесь само по себе просто так ничего не замкнет. Это не бывает такого. Если все сделано грамотно. Если решили сэкономить на мастерах, то я не ручаюсь, что говорить. Всякое может быть. Даже там с лампочкой может начаться проблема и там довести до фатальных печальных последствий. Поэтому не экономьте. Обращайтесь к проверенным людям, которые не боятся показывать там свои работы в Инстаграм, выставлять какие-то аккаунты, соцсети там и так далее. Потому что проверять корочки, эти корочки покупаются, я слышал, там пацаны рассказывали. Задавать какие-то стандартные вопросы о том, как расключается там распредкоробка, он может вам наплести что угодно, а вы не знаете эту сферу, это не ваша работа, вы не знаете. Тем более все ответы есть в интернете, он может заранее посмотреть. Потом, как еще отличить грамотного мастера? У грамотного мастера тьма инструмента, и причем дорогого. Допустим, мы не экономим. Вот у нас есть вот форум монтажников, там все мои коллеги со всего Казахстана, мощные такие специалисты. У всех дорогой инструмент, все в него вкладываются, все на это тратятся. Это сразу видно, если вы нанимаете бригаду делать вам ремонт. И там заявку вам составляют, и там написано, для электрика, скажем, инструмент вы покупаете. Это уже говорит о непрофессионализме. Мы, например, не покупаем за счет заказчика инструмент. У нас и расходные инструменты, такие как буры, как коронки, в основном мы сами все покупаем. Инструмент, электро, не электро, плоскогубцы, пассатижи, все сами покупаем. Ящики, все сами покупаем. Еще есть нюанс. Если вы хотите на 100% убедиться, что у вас все сделано грамотно по счету, по розеткам, вы обратитесь за экспертизой. Или шеф-монтаж закажите, или экспертиза. То есть вот есть человек, который надежный, проверенный, грамотный, чтобы он пришел и проверил соединения те же самые, кабель какой закинули, правильный или неправильный, подделка или не подделка. Просто прийти вот так посмотреть правильно соединение, прокладки кабеля,
Это до зашивки потолков, до зашивки стен и так далее. То есть по-хорошему. Перегородки гипсокартоновые с одной стороны зашили, закинули кабеля. Потолок тоже, каркас собрали, еще не зашивали. Вот именно до этого нужно приглашать специалиста, чтобы он пришел, проверил, посмотрел и уже дал какие-то рекомендации. Сколько будет стоить такой Там шеф-монтаж? в зависимости от объекта, от сложности объекта, там, от 50 тысяч начиная и выше, 100-150. Там проект посмотреть, доработать его, дать какие-то рекомендации. Потом по кабелю, по материалу, который нужно использовать, также написать какие-то рекомендации, оставить. То есть вот использовать по магазинам, где брать этот кабель, где брать эту гофру, если надо, где брать такие-то, такие-то материалы. Объяснить, как должен происходить крепеж кабеля там по потолку. Если это прямой монтаж, если это монтаж в гофре, потом по поводу спусков, штрабления, все вот эти вот нюансы рассказать, объяснить непосредственно заказчику, чтобы он даже сам мог прийти и проверить, правильно у него там кабель уложен или неправильно. Итак, друзья, всем здравия. День второй, это стенд. Итак, пробежимся здесь. Первое-наперво мастер-клавиша. Смотрите, она здесь все освещение выключила также все розетки, кроме вот этой на холодильник и вот этой ворота. Как видите, она работает. Все остальное ничего не работает. Итак, вы вернулись домой, включили мастер-клавишу, у вас загорелось освещение, которое вы оставляли перед уходом. Тройка — это лоджия. Это, как я уже сказал, ворота открыть-закрыть. Это освещение в гараже. Теплый пол. Вот эта лампочка олицетворяет теплый пол. То есть он включен, сейчас работает. Двигаемся дальше. Розетка холодильника. Вот это диммер от спота. Да, есть и такие устройства. Линейка Асфора, напоминаю, смотрите. Лампочка загорелась. Что мы с ней делаем? Мы включаем ей дальний. А теперь ближний. Это второй стенд решения для офиса. Здесь есть кое-какие интересные устройства. Это контроллеры Zelio. Короче говоря, на базе этих контроллеров можно организовать и автоматизировать освещение, отопление, безопасность, вентиляцию. То есть это автоматизированный аналог умного дома, но на совсем другой бюджет, гораздо дешевле. Возьмем, например, безопасность. Ставим датчики протечки. Никто же не хочет соседей затопить. Как только на датчик протечки попадает вода, сигнал поступает сюда в контроллер Zelio. Он дает команду на клапан перекрытия, и вода перекрывается сразу же. Другой пример возьмем. Вентиляция. Здесь также будет вентилятор. То есть температура там понизилась или упала согласно выставленным настройкам. Вентилятор включился, заработал. Пожарная безопасность. То есть, если датчики дыма сработали, они почувствовали дым, сигнал поступает на контроллер. Контроллер дает команду другим клапанам, которые открывают воду с потолка, и она тушит весь пожар. Вот. Вот такие решения можно реализовать. Вот в этом его и заключается фишка, а главное по цене. Вот мне, например, очень интересно это устройство. Очень интересно его расключать, интересно писать для него программу. И в целом оно бюджетное, доступное и позволяет предоставить заказчику, скажем, да, какие-то базовые элементы от умного дома. Вот смотри, вот это вот обычный автомат. Вот это DIF автомат, дифференциальный автомат. У них есть отличия. Вот этот вот мой любимчик вообще, самый красавчик, самый топовый. Итак, DIF автомат, почему он, допустим, красавчик? Конкретно вот здесь вот будет стоять стиральная машина и сверху над ней сушильная машина. Было ли у вас такое вот вообще у тебя, да, вот там у друзей, знакомых, родственников, близких, что вот к технике подходишь, чаще всего стиральная машина током бьет? Ну, это утечка тока. Если поставить DIF автомат дифференциальный, то он при обнаружении утечки тока, он просто выключит нагрузку и все. Для детей это может оказаться печальным. Для пожилых людей, у кого, допустим, проблемы с сердцем, кардиостимуляторы, скажем, вот такие вот вещи, для них это может прям не то что печально, фатальным оказаться. Если потребление по этому кабелю начнет прям, короче, кабель начнет напрягаться, греться,
Обычный автомат отработает. А дифференциальный автомат, он и по этим двум признакам он отработает, и еще и по признаку утечки, фазы утечки тока. Он еще по этой части отработает. Поэтому DIF красавчик. Есть еще подешевле можно, это УЗО, устройство защитного отключения. Оно само защищается дополнительным автоматом. Ну, мы всегда рекомендуем именно DIF. Темы рассказывай. Короче, это один новый объект у нас, вот взяли его, ЖК юбилейный, приехали, вот начинаем здесь ремонт. В целом красиво, прикольно, так мне нравится. Высоко в горах, чистый воздух. Одновременно 3-4 объекта. Ну да, у тебя по-любому какие-то текущие, действующие, где ты делаешь чистовую, и какой-то новый берешь, вот черновую вышел, там неделю буквально сделал черновую, и там двинулся на дальше. Тем более мы буквально за день, за 2 дня быстро весь потолок задолбим клипсами. Клипсовать будете? Клиповать. Клиповать? Да. 4 объекта, все на Альфараби. Ну да. Ну ты крутой электрик. Ну, скажем так, не сказать, что я не скажу, что я капец лучший из лучших. Номер 1 в Казахстане. Нет, много ребят профессиональных, отличных мастеров, грамотных. Все, что выше Альфараби, там кругом бегом в среднем бывает там месяц там 300 тысяч заработал, там другой месяц там 700 тысяч. Ну, если в среднем брать, ну, где-то 1450-500 вот так вот зарабатываешь. Но опять же, мы вдвоем работаем, и ну, мы сверхурочно работаем. Где-то ночью, где-то до позднего поздна остаемся. Какой ты совет дашь начинающему специалисту, начинающему электрику, который хочет? Не останавливайся, двигайся, развивайся. Будь на позитиве, короче. Когда я, допустим, начинал, там зеленый был, у меня были там молоток и зубило, можно сказать, по сравнению с тем, что сейчас есть. Используй инструменты, делай все грамотно, доделывай свою работу в любом случае. Там да куча советов. Будь на позитиве, будь проще. С чего именно начинать? С колледжа или с практики? Да я порекомендовал с практики. Короче, есть два типа людей. Есть теоретики, которые очень умные, но толком руками делать не умеют. А есть, которые там теорию плохо знают, допустим, а зато руками делают очень красивые и грамотные вещи. Поэтому тут однозначно не угадаешь. Сейчас я здесь буду штробить. Штробить я буду с использованием болгарки. Девольтовская болгарка. Кожух дистаровский. Пылесос декстеровский. Сейчас мы будем пилить вот это. Сделаем пропилы к розеточной части. Здесь будет фартук, розетки, выключатели и так далее. Вот это вот гофра. Там поливинил хлорид, короче, и так далее, и тому подобное. Используется для прокладки кабеля. Кабель в нее прячешь и потом к потолку прибиваешь. На самом деле, по правилам, можно использовать гофру, а можно не использовать гофру. Просто кабель будет чуть-чуть другой. Вот. Многие люди, которые в электричестве вообще толком ничего не понимают, прям очень многие, они считают, что эта гофра, этот гофрированный кабельный канал нужен для того, чтобы кабель перетянуть. То есть со старым кабелем что-то случилось, ты его вытаскиваешь, выкидываешь, а на его место загоняешь новый. Это так не работает. Если на потолке или где-то еще будет хотя бы один поворот, крайне маловероятно, что вы его вытащите. А если будет 2 поворота, вы его не вытащите. Вот ГОСТовский кабель. Мы обязательно строго его используем. Нет такого, чтобы мы кабель использовали там с базара какого-нибудь. Это качественный ГОСТовский кабель, на него есть сертификаты. Не горючий, low smoke, это низкое задымление получается. А ВВГ это вот, ну, сама изоляция получается. Правила допускают использование вот ВВГ, НГ и при прямом монтаже там НГ, ЛС, допустим. Проблем с ним нет. Проблем нету. Автоматику просто ставишь грамотную, надежную. Главное автоматику не нарваться на подделку. Поэтому мы официального дистрибьютора берем самой компании. То есть ну, у него максимально дешевые цены. Ну, я так подозреваю. Вот. Поэтому там берем и нормально все, не заморачиваемся. Не зарабатываем, поэтому там берем и не зарабатываем. Не говори. Если бы на базаре брали бы, зарабатывали На базаре, нормально. кстати, да. Вот это есть, кстати, косяк. Многие грешат вот этим вот халтур-малтур неомастера. Они, получается, берут на базаре, там им выписывают обычную зеленку. Они эту зеленку, в зеленке можно написать что угодно, там любую цену. Они показывают ее заказчику, заказчик по ней отдает деньги, а по факту кабель взяли там, в 3 раза дешевле там, или в 2 раза, не знаю. То есть
Мы взяли, вот написано ВВГ, НГЛС мы взяли, а по факту там, ну, в лучшем случае просто медный кабель или вообще алюминиевый. Как не нарваться на недобросовестного мастера? Если тебе нужна электрика, делаешь, вот обращаешься к электрикам, кафель, кафельщикам и так далее. Наиболее лучший вариант, потому что когда человек умеет все, он умеет все, но по чуть-чуть. Вот. И второе, в любом случае, это, ну, сейчас у нас в Инстаграме, в каких-то соцсетях смотреть, то есть если человек не боится там показывать свои работы, то это тот человек, который будет объект доделывать до конца и не убежит там, в случае какой-то спорной ситуации. Чтобы у вас ничего не случилось с кабелем, который уже в стене, за потолком и так далее, для этого ставятся грамотные, хорошие автоматы, надежные и качественные, не подделка. Автоматы в электрощитке. Они защищают именно кабель, ни чайник, ни телевизор, ничего. Они защищают именно кабель. Если с кабелем ничего не произошло, то и с чайником тоже все будет в порядке. А сейчас вернемся к штроблению немного. Болгарка, короче. Вот это 1,5 киловатта у нас. Меньше киловатта штробить вообще бессмысленно. Меньше киловатта болгарка, это там профиль мы подрезаем. Для штробления, короче, нужна именно мощная болгарка. А то, что линии не идеально ровные. Со штроборезом они были бы идеально ровные. Хорошо. Вот он. И еще один нюанс. У меня будет спускаться, вот там в хозяйской спальне, допустим, будет спускаться там 7 кабелей на вот такую вот грядку. Мне надо вот такую вот штробу. Штроборез сможет за раз вот такую штробу сделать? Нет. А болгаркой можно, я сделаю здесь, остальное все выбиваю перфоратором и все. Заклепуется на дюбель хомуты, замажется ротбантом, потом будет глад, шмат, ливкат, все, вы не увидите этот кабель уже никогда. Теперь все штробы вот так вот сделать, а остальные в гипсокартонных перегородках спуски. Ну и все, супер будет. Будут ленты на 220, будут на 12. Ленты в санузлах на 12, они рядом с ванной, плюс где полочки, где раковины. Там они будут на 12, это в целях безопасности получается. На 220 мы туда не делаем. Они отдельно будут уходить на щит, на второй щит, слаботочный, где будут устанавливаться блоки питания. Мощность блоков питания тоже рассчитывается на саму LED-ленту. Вот это у нас щит от застройщика. Застройщик завел сюда 3 фазы, поставил один автомат. Все, это уже наши временные автоматы. 3 на розетки и 2 на освещение. Потом это все отсюда уберется, переместится вот сюда. И здесь будет 2 щита, то есть силовой щит и слаботочный щит. Там здесь блоки будут, о чем я говорил, на LED-ленту. А здесь уже вся силовая часть, то есть розетки, освещение там и так далее, и так далее. Ну, вся защита получается. Это все просто на самом деле. Делайте ремонт, там, обратите внимание на это, делайте правильно, чтобы у вас потом последствий не было. Потому что если они будут потом, вы будете переделывать ваш дорогой кафель, ваш дорогой ливкас и прочее, прочее. Потому что, ну, электрика, инженерка, это не шутки. Не надо экономить на электрике, надо заплатить вот столько, сколько она стоит. Правильный материал, правильный мастер, правильные руки этого мастера со своим инструментом и прочее, и прочее. Но не надо на этом экономить. Сделайте ремонт, положите курпешки, на курпешках там чай-май пейте, диван купите потом. Вот на диване можно сэкономить. Можно сэкономить там, я не знаю, на кафеле. У нас люди привыкли тратиться большие деньги на то, что вот видно. Потому что это вау. Люстры некоторые мы до сих пор на объектах ждем, там с Италии едут. Кафель крупноформатный, керамика, ну таких бешеных денег стоит. Вот люди у нас привыкли тратиться, вот вкладывать вот в то, что видно. А вот то, что не видно, там не видно же там, сэкономить же можно. Нельзя экономить на инженерке. Да, ее не видно, но тем не менее она должна быть сделана грамотно, потому что будут последствия не сразу, а потом.
С водой последствия будут, скорее всего, сразу, с электричеством будут потом. Ты любишь свою работу? Я вообще обожаю, особенно черновой монтаж, вообще кайфую, короче говоря. Вот здесь на объект мы вышли. То есть здесь ты прям разрабатываешь прям всю энергосистему там своего объекта. Мебели же нету, шпона нету вот это вот, которая обшиваются стены. А ты уже должен знать из опыта, какая у него толщина. От него отбить, допустим, метку там, на лампочку какую-нибудь или еще на что-нибудь. Я, допустим, там, заказчикам предлагаю альтернативные решения какие-то попроще. Люди обожглись вот от таких неомастеров. Там не доделали, здесь не доделали и так далее. Во время стройки все нюансы и вылазят. Тебе начинают мозги компостировать. Розеточку передвинуть, она там с мебелью не рассчитали, надо передвинуть. Ой, надо доплата туда-сюда. На материале тебе там купили один материал, а написали другой подороже. Бабки в карман положили. Хреново где-то что-то сделали, соединение, распаечную коробку, нам просто на скрутке все и до свидания, короче, и пойдет. Мозги компостируют, ой, кабеля нет, ой, сегодня не выйдем, ой, там забыли, там вот это вот. И по факту заказчик сам от вот этого страдает, он тратит свои нервы, он плохо спит, пока идет ремонт. У нас на объектах, допустим, вот мы объект взяли, я там сумму назвал. Вот этот объект, штрабление. Мне скидывают проект, посчитаешь? Я говорю, посчитаю. Посчитал, сумму озвучил, приезжаю на объект и вижу, что здесь надо штробить. И вот что делать? Ну, на штрабление там кругом-бегом, 1100, допустим. Тоже деньги, хорошие деньги. Но опять же, мне позориться, свою репутацию портить, вот это клянчить. Ой, да у вас здесь штробить, оказывается, надо, давайте доплату, я сейчас посчитаю. Или я просто возьму, штроборез возьму, это все сделаю, короче. Я, в принципе, не сказать, что я маленький ценник беру там. Ну, я нормально беру, меня устраивает. Речи нет, бывает такое, что заказчик говорит, так, вот это вот все, что вы сделали, вот по вот этой вот, по второму этажу, допустим, переделывайте, я хочу вот так, мы дизайн-проект поменяли. Но здесь не вопрос, здесь уже посчитаешь, потому что объем работы прям большой. А что скрывать, мы миллионы, мы не зарабатываем, мы там чуть-чуть там, несколько объектов, по чуть-чуть зарабатываем, на жизнь хватает. Инструмент, да, дорогой покупаем, копим, откладываем. Я там лобстеров не кушаю. Езжу на автобусах, если проездной взял там. Где-то на такси, допустим, там попадается материал перевезти или быстрее доехать. Где-то на такси, ну, редко. Так на автобусах езжу, не заморачиваюсь. И все, работаем себе, доработаем. Работа есть, ну, нравится, хорошо, все замечательно. Поэтому как-то так.